есть также люди, которые, скажем, не очень хорошие. Это под 60, наверное, доходило. Ужас. Пока что вполне устраивает. Возможно, через года 2-3 я свое мнение поменяю. Всем привет, друзья! Как ваши дела? Сегодня мы находимся в столице Узбекистана, в городе Ташкент. Сегодняшний выпуск будет про этнических казахов. И первый гость Рауан. Сәлеметсіз бе, Рауан? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Рахмет, үлкен рахмет, жақсымыз. Жүріп әңгімелесіп қайтайық. Мен сізбен орысша сөйлессем? Да. Жақсы. Так, первый вопрос. Как давно вы живете в Узбекистане? Так, в Узбекистане, значит, я живу с рождения, это с 97-го года, а потом в 2000-х мы переехали в Ташкент. А так родился я сам не в Ташкенте. А в каком городе? В Казалкенте. Это в Ташкентской области находится город, где-то 50-60 километров от Ташкента. Получается, и ваши предки, дедушки, бабушки все родились в Узбекистане? Да, да, они все, что с маминой стороны, что с отцовской стороны, они все уроженцы Узбекистана. Ясно. А считаетесь ли вы как этнический казах? Ну, я думаю, так как все мои предки, я сам в том числе родился здесь, считаю себя казахом этническим. Да? Это хорошо, ладно. Вот вопрос такой. Какие вы традиции придерживаетесь казахских в Узбекистане? Так, какие могут традиции? Ну, Может, праздники какие-то отмечаете казахские? Ну, если Навруз считать казахским праздником, я не знаю, это вообще тюркский праздник, но его отмечают здесь тоже узбеки в том числе. Ну, большинство традиций я сам видел во время свадеб, когда играют свадьбы. Да, вот традиции свадьбы. Беташар, там всякие, еще что-то. Ну, я сейчас не вспомню, но традиции, они как бы все соблюдаются, там, кудалы, еще что-то, это все есть. Хорошо. А вы были в Казахстане? Я там был. А в каком году? Это было в 2014 году, я был в Нур-Султане, получается. Это первый раз в вашей жизни было? Нет, это был последний раз. Первый раз я был то ли 7-й год, то ли 8-й год. Это было в Алмате. В Алмате. Да. А вы заметили отличия с Ташкентом по сравнению с Алматой, либо там с Нур-Султаном? Что отличается вообще в жизни? Ну, в то время я был еще мальчишкой, скажем, и особо так не понимал, но мне там было интересно, потому что там были наши родственники, которые показывали, скажем так, мне город, там гуляли мы с ними. Мне там, конечно, понравилось, но сказать, что вот явно отличия я там заметил, я не могу. Ну, может быть, сейчас я замечу, но тогда я был еще маленький. Хорошо. А менталитет какой у узбеков? Так, ну, насчет менталитета узбеки, как я знаю, как я сам вижу, очень приветственные люди, очень такие гостеприимные. Если нужна будет помощь, они даже будучи не зная вас, ну, полезут помогать, даже если это им в ущерб даже будет. А также, что сказать, ну, в меньшинстве есть также люди, которые, скажем, не очень хорошие, но основная масса добрые люди. Ну да, говорят же, нет плохой нации, есть плохие люди. Да. Хорошо. А как люди относятся к религии в Узбекистане? К религии относятся очень серьезно. Там, вот, например, сейчас месяц Уразы, да, по-казахски Ураза. Вот, и очень много моих знакомых, в том числе и узбеки, и не узбеки, они держат Уразу. Намаз читают там, да. Это, ну, относится серьезно. А сколько национальностей живут в Узбекистане? Живут, точную цифру я вам не назову, но Узбекистан считает себя многонациональной страной. Конечно, на первом месте это узбеки, основная масса, где-то процентов 80-70, наверное. Потом идут русские, казахи, таджики, киргизы, уйгуры. Ну, их очень много. А ваши, например, предки, дедушки, бабушки, атапалар, как они
ладят с узбеками, с местными жителями? Или они уже считаются как уже местные? Ну, я не могу сказать, как они ладили, Ну. их давно нет. А вот я Ага. сам лажу с узбеками прекрасно. Мгм. Большинство моих друзей, с кем я там вижусь часто, они, ну, узбеки. Есть пару друзей, ну, не узбеки, а так Мгм. основная масса, я сам разговариваю, общаюсь каждый день вот, Мгм. с узбеками. Хорошо. А как в Узбекистане существует ли проблема с работой? Людям легко находить работу, устраиваться на работу, там зарплата какая? Можете об этом немножко рассказать? Наверное, как и везде, Мгм. работа, ну, есть свои сложности, конечно, но работу люди находят как-то. Мгм. Скажем, вот, например, я сам закончил строительный вуз, Мгм. архитектурно-строительный, и мне работу найти было без проблем. Ну, как вы видите, в Ташкенте на каждом шагу сейчас стройка. Да. Вот я работу найти, ну, мне проблем не составило. Ну, а так у меня есть кто работают не по профессии, скажем так, ну, знакомые такие. Мгм. Их, ну, нормальное количество тоже. М. Насчет зарплаты, я Какая точно средняя сказать не могу. зарплата? Средняя около 300-400 долларов, наверное. Мгм. Это еще, наверное, вариируется, да, от городов. Например, в Ташкенте другая Да, я зарплата, имею в да, виду про имеется? Ташкент. В А, других это городах Ташкент, как, да. я не знаю. Ясно. А люди на скольких языках говорят в Узбекистане? А, Так, есть кто говорит по-русски, Мгм. тоже не все говорят по-русски. М. Большинство говорят по-таджикски. Это те, кто из Самарканда, из Бухары. Мгм. Вот. Также говорят по-казахски тоже. Казах Да? много в Ташкенте. А вы их свободно понимаете? Точнее, вот местные даже узбеки. Вы уже казах, ладно, вы Мгм. точно поймете. Да. А вот местные люди понимают таджикский, там, казахский? Ну, насчет таджикского я не знаю, потому что язык немного отличается. А А. узбекский и казахский, они из одного семейства языки, по-моему, и более-менее понимают друг друга. Это хорошо. Да. Я уже замечаю, что тут очень жарко. Надеюсь, ну, точнее, не надеюсь, думаю, летом невыносимо жарко. Можете об этом Да. рассказать тоже? Летом здесь жарко, там около 40, там 45 градусов в среднем. Ага. А максимум А, до скольки градусов доходило? Максимум до, ну, где-то под 60, наверное, доходило. я это не Ужас. Ну вот, вы сказали, Очень что вы это строитель, да? Да. А как люди вот избегают от этой жары, где они живут? Это же невозможно в обычных домах Никак. жить. Приходится работать, у них есть специальные площадки, где они могут отдохнуть. Ну, те, кто строители, непосредственно на объекте, те, кто. М, А в основном они работают и в жару, и в холод, м, вот, без да. остановки. Нужно привыкнуть и все, Да. да? А вас в целом устраивает жизнь в Узбекистане? Конкретно сейчас, да. Я вот закончил вуз, нашел работу, которая мне пока что нравится. Мгм. И меня пока что вполне устраивает. Возможно, через года 2-3 я свое мнение поменяю и буду думать о переезде. А сейчас нет. У меня сейчас все нормально. Классно. А вообще есть планы, может быть, поездить куда-то, попутешествовать в какие-то страны? Да. Путешествия меня очень интересуют. Мгм. Вот хочу вот этим летом поехать В попутешествовать. какие города, в какие Я страны? хочу поехать в Турцию. М, Вот мы с сестрой, ну, недавно, Мгм. как недавно, ну, в последнее время об этом говорим, что надо куда-то поехать, и вот решили. Либо Грузия, либо Турция. Вот, ну, то есть эти места будут первые, да, места, куда вы где вы ну посетите, да, получается? как бы да. Классно. Вот вы только что упоминали, что узбеки понимают казахский язык, Мгм. да? Ну, то, что у нас одно семейство языков. Может быть, сыграем в какую-то игру? Давайте. Вы можете, не знаю, можете сказать 3 предложения, Мгм. можете постепенно усложнять, но на узбекском, да? А Мгм. я постараюсь перевести, насколько я понимаю, на казахском, но я переведу на русском. На русский. А окей. потом уже наоборот, я буду на Да. казахском вам говорить, а вы наоборот переводите мне. Сейчас хорошо. Давайте. Так, в Ташкенте... я должен по-узбекски, да, я Да-да-да. по-казахски что-то начал.
Так. Toshkentda hamma odamlar quvonchli va xursand bo'lib yurishadi. Еще раз можете повторить сейчас? Наверное, это сложно, да? Давайте я Давайте, полегче скажу. вот, да, постепенно Да. усложняйте. Bugun Toshkentda havo yaxshi. Сегодня в Ташкенте погода хорошая. Правильно? Так, теперь. Men har kuni Toshkentda kechqurun aylangani chiqaman. Можно последнее слово еще раз? Kechqurun aylangani chiqaman. Еще раз можно повторить? Я немного поняла сейчас. Еще так. раз повторите. Men Toshkentda har kuni kechqurun aylangani chiqaman. Я в Ташкенте каждый день вечером не могу выйти прогуляться. Нет, Чхама? наоборот, выхожу А, прогуляться. выхожу. Да. Ну почти правильно Да, сказала? да, правильно. Хорошо, круто. Так, и теперь самое сложное. да? Давайте. Toshkent, почему Toshkent, так скажем. O'zbekistonda oshning turlari ko'p. Menga eng yoqadigani Samarqand osh. Вот это Да. самое легкое получилось да? для меня, потому Наоборот. что то слово я знаю. В Узбекистане много разных видов плов. Ощ это ваш плов. В Самарканде самый лучший ощ. Ага, Круто. правильно, да. Хорошо, давайте теперь я попробую. Мгм. Так. Қазақстанда 16 әртүрлі облыс орталықтары бар. Так, в Казахстане есть разные 16 областей. Что ли? Да. Что? О, молодцы. Так, дальше хорошо, буду усложнять. Ага. Қазақстанда әрбір қазақ отбасының ата тегі 300-ден тараған. Так, каждая казахская семья распространилась от 3 дедов или от 3 жузов, что-то такое сказать. Ну, вы просто молодцы. Ну, конечно, вы сейчас тут этнический казах, наверное, точно. Вам легко Да. переводить. Так, хорошо. Сейчас я постараюсь какое-то литературное слово добавить. Да. Қазақ атамыздың келіні тым пысық, көрші қонақтары таң қаларлықтай. О, Господи. Так, значит, невеста казахского деда что-то очень такая шустрая, что соседи удивляются, что ли, что-то такое. О боже, правильно сказали. Нет, ну у меня тут даже шансов нет вас обыграть, потому что вы все равно этнический Да. казах. Давайте еще раз, вы можете мне 2 предложения сказать. До конца давайте будем мучить меня. Так, посложнее, да? Да, посложнее, чтобы я немного подумала. Так, что же сказать? Сейчас я подумаю. Давайте, Посложнее, подумайте. что было. A few minutes ago. Few moments A later. few да? minutes later, да. Так, значит, O'zbekistonda 12 ta область bor va har bir областьda o'zining shaharlari ko'p. U shaharlarda hamma joyda o'zining sentrlari bor. Так, сейчас я буду по кусочкам, да, переводить. В Узбекистане есть 12 областей, потом еще следующий. Har bir областьda o'zining shaharlari bor. Ага. В каждой области есть свои города. Дальше. Дальше. И у каждого городов есть Ой, центры. вы чё? Вы мне хотели помочь, да? Не, я просто путаюсь. Так, это не пойдет, да? Надо сначала? Ну ладно, ничего страшного, давайте Так. еще последний раз. Мгм. Давайте проверим, насколько я понимаю, да, узбекский язык. Так, O'zbekistonda 12 ta область bor. Мгм. Har bir областьda o'zining shaharlari bor. Har shaharda o'zining sentrlari bor. Ага. Я уже на казахском перевожу. Хорошо, в Узбекистане 12 областей. В каждой области есть свои города, а в каждом городе есть свои центры.
правильно? Все. Нам в целом Ташкент и Узбекистан очень понравился. Вообще превзошли все города, все мои ожидания. Каждый город отличается по-своему. Могли бы вы сейчас сказать, где мы находимся, и, может быть, посоветовать зрителям, какие места стоит посетить в Узбекистане? Так, сейчас мы находимся в сквере. Это площадь, скажем, памятнику Амира Тимура. Амир Тимур, он был полководцем, наверняка вы знаете его. Да. Да, вот. И здесь еще рядом место, где можно закупиться, там базарчик небольшой, да, типа торговые центры. Ну вот, в принципе, мы здесь. А в целом Так. в Узбекистане какие места, какие города прямо Так, вот 100% нужно посетить? 100% нужно посетить Бухару. Да, Мгм. вот я сам в Бухаре не был, но хочу туда поехать. Также Самарканд, Хива. Это такие города, ну, где интересно вам будет. Да. Там и свои места, как это, примечательности. Да, кстати, а в Ташкенте какие места стоит посетить? Так, в Ташкенте есть, ну это смотря как, если хотите что-нибудь историческое, то есть этот центр религии, что ли, религиозный центр, называется Хастымам, там красиво. Рядом с Чарсу есть медресе, там тоже стоит. И сам Чарсу можете посетить. Это базары, которые Да. старинные, да? Да. Также, если что-то современное интересует, то можете посетить Ташкент-Сити, он построен недавно, как бы. Еще что можно? Ну, парки разных очень много. Ну, как я заметила, Заведения, да. Ташкент молодой город, да, Да. по-моему? А бывшая столица Самарканд, да? Ну, это Узбекистана. Это уже было, давно, да. 1900, да, в 20 веку. Ну да, в целом. Хорошо, спасибо, Да. что присутствуете здесь, в этом выпуске. Надеюсь, нашим зрителям понравится. Да. Мы, конечно же, советуем, чтобы вы посетили Узбекистан. Узбекистан очень красивая страна. Вы точно влюбитесь. Даже люди очень приятные, гостеприимные, да? Еще раз благодарю вас. Да, вам спасибо. Хорошо. Приходите к нам еще. Хорошо, спасибо огромное. Хорошо, до свидания. Всем пока. Всем огромное спасибо за просмотр. Я получаю огромное количество положительных комментариев, и это мотивирует еще больше снимать для вас интересные видео. В ближайшее время я планирую посетить различные страны. Чтобы видео были еще качественнее и интереснее, вы можете поддержать канал по ссылке в описании. Я буду очень благодарна. До скорых встреч! Хош көріскенше, сау болыңыздар!